Это поселок Черский, административный центр Нижнеколымского района Республики Саха-Якутия. На данный момент здесь проживает около 2000 человек, и именно отсюда начинается экспедиция «Медвежий остров». На данный момент мы находимся на острове Четырехстолбовой, который является уникальным природным комплексом, входит в состав государственного природного заповедника Медвежьи острова. Проводим мы здесь мероприятие авиамониторинг в рамках учета популяции белого медведя. Данный учет сегодня показал очень большую плотность белого медведя на территории этого острова. Насчитали мы 15 особей белого медведя, кажется, 3 семейные группы, и остальные там одиночки были. Так что в этом году нам очень повезло. Так, может, увидим. Как часто здесь люди бывают на этом острове? На этом острове мы бываем как каждую весну. Это при учете берлог. И каждую осень. А также были 2 раза, две экспедиции. Это археолого-биологическая экспедиция, когда были раскопки древней культуры, неоэскимосской культуры. А кроме вас тут больше никто не бывает? Сейчас нет. А раньше, до 95-го года была метеостанция. На территории заповедника численность белых медведей одна из самых плотных в русской Арктике, российской Арктике. И это является одним из самых уникальных мест на территории и Республики, и Российской Федерации. История создания особо охраняемой природной территории Медвежьи острова берет свое начало с указа президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева от 1994 года о мерах по развитию особо охраняемых природных территорий. Этот нормативный акт положил начало процессу придания архипелагу Медвежьи острова, расположенному в Нижнеколымском улусе, статуса особо охраняемой природной территории. Заповедник создан для сохранения уникальных природных объектов, историко-культурных памятников, биологического разнообразия и природных комплексов Восточно-Сибирской Арктики. Ключевым объектом охраны является белый медведь, который имеет особый природоохранный статус. С момента создания заповедника Медвежьи острова в 2020 году ежегодно проводится 2 вида мониторинговых работ: весенний учет родовых берлог и осенний авиамониторинг. Это налаженные работы по учету родовых берлог, авиамониторинг с использованием Ми-8 МТВ, а также апробированные работы по инструментальному авиамониторингу с использованием искусственного интеллекта и спутниковому мечению радиоошейниками, сбору проб и проведению морфометрии. Основная задача мониторинга – определить количество медведей, которые находятся сейчас на территории заповедника. Ну и в рамках тех разрешений, которые мы получили с Росприроднадзора, произвести обездвиживание белого медведя, взять все необходимые анализы, пробы для определения, к какой популяции он относится, да и вообще генетически все биоматериалы для того, чтобы больше и лучше исследовать этот приоритетный вид объекта животного мира. Это Иван Павлович Суздалов. Он долгое время руководил заповедником Медвежьи острова, а сейчас является советником директора. С самого детства он вырос в тундре, поэтому знает о белых медведях больше, чем кто-либо. Опытный руководитель, основоположник местных экспедиций, настоящий профессионал своего дела. В разговоре с ним открываются все новые подробности встречи человека с хозяином Арктики. К нашему счастью, он с удовольствием согласился дать большое интервью и рассказать интересные истории.
мы когда осваивали наши участки, скажем, кордоны, так называемые, и едем и смотрим, в море стоит где-то по пояс медведь. Ну, такой здоровый, блин. Знаете, и на берегу еще несколько, до 7 мы особей насчитали, сидят, туда не подходят. Он ходит как этот, что-то охраняет. Ну, потом мы, присутствие человека для них тоже, как бы, они не знают, что человек-то немножко умнее может, да, и опасней к тому же, и он тоже отошел. Когда он вышел на берег, мы увидели, что вот его фотография у нас на стене, вот этого медведя, он здоровенный, более 3 метров, вот он встал, понимаете, вот это его все. И вот тогда фотографировали, ну, я не знаю, вот насадки на фотографии, да, на расстоянии, конечно, где-то с километр примерно его фотографировали примерно, вот. Поэтому он тогда показался нам уже большой, а так-то мы видели поближе, это вообще, конечно. И он никогда вот близко не подходил ни к нам, ни к жилью. А почему, оказывается, он там оберегал вот это именно место? Это место Энюмчувейм у нас называется, ну, это рядом с базовым нашим лагерем Агафонова. Там выброшен был кит, серый кит. И вот он это там питался, естественно, он был самый здоровый, и этих не подпускал никого. Он одним рыком, представляете, ну это тоже вот как лев там у себя где-то, ну скажем, в пустыне, саванне где-то, вот как рыкает, да, на любого зверя, хищника или на любого. И такой же рык у этого, такой утробный, такой сильный, сразу чувствуется мощь и так далее. Медведи сразу остальные, ну как бы. И нам это понравилось. Вот далее, как бы сказать, по этому случаю мы тогда чувствовали себя там прекрасно, вот соседствуя с ним. Даже проезжая на лодках рядом, вот он сидит, допустим, рядом с домом, ребята кричат, ну, дали кличку ему Амбал. Привет, Амбал. Ну, так получилось, может, он сидит на бревне и лапает. Вот, было. Но мы почему-то тогда это стирали, ну, стерли как бы, но мы прозвали его, и вот он, Амбал, ну, 3 года он был. Вот сейчас в последнее время не видно. Этой осенью, в начале сентября, вновь стартовала ежегодная экспедиция по следам самого могучего хищника планеты. Впервые в нем принял участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев, а также съемочная команда национальной вещательной компании «Саха». Нет, еще одну камеру поставили, плюс тепловизор мощный. То есть это так и стояли, и было мощно. Вот тепловизор поставили мощный, и внизу еще вперед и слог, еще одна. Сидя в вертолете, можно было с интересом наблюдать за работой сотрудников заповедника, а также ученых, прилетевших из Москвы. Самые передовые технологии давали большие надежды на успешный итог мониторинга. Через несколько часов мы уже подлетаем на побережье Северного Ледовитого океана. Сотни квадратных километров относятся к территории Медвежьих островов, поэтому можно смело говорить, что цель экспедиции близка как никогда. Белый хозяин Арктики не заставил себя долго ждать. Заметив медведя, вертолет, чтобы не упустить уникальный кадр и возможность для исследований, начал выполнять маневры высокого класса. Опытный стрелок произвел всего 1 точный выстрел дротиком со снотворным. Через несколько мгновений могучий зверь погрузился в крепкий сон. Он не проснется, да? Проснется. Может, опасно. Она в 3 раза меньше Варварки. Да. Вот, здоровая. Действие снотворного рассчитано на 5-6 часов, что обеспечивает полную безопасность для всех участников. Ученые немедленно приступили к работе, внимательно осматривают животное, измеряют давление и берут образцы крови для дальнейших анализов. У нас экспедиция, она состоит, условно говоря, из 2 частей. Да? То есть это инструментальный авиамониторинг и это мечение и
исследования животного и, скажем так, как раз ошейник надеть на него. То есть этим занимается команда Института прикладной экологии и эволюции Российской академии наук, а наша организация занимается непосредственно организацией авиамониторинга. В данном случае была отловлена самочка, достаточно молодая. Мы взяли все необходимые для нашей обычной работы биоматериалы, которые будут анализироваться в течение определенного времени на предмет заболевания, загрязнения, а также питания. Многолетний мониторинг позволяет оценить, насколько белый медведь приспосабливается к климатическим изменениям, к ледовым изменениям, и как он, например, переживает лето, потому что обычно белые медведи либо проводят лето на суше, либо уходят со льдами. В данном случае вот мы отловили медведицу на суше и будем анализировать, насколько вот она вот способна вот переживать такие вот безледные дни, сезоны. Эти работы, конечно, нужно продолжать, поскольку чем больше мы узнаем о белых медведях, соберем достаточную выборку белых медведей, можем анализировать, возможно, даже будем выделять, может быть, здесь отдельная группировка белых медведей обитает, поскольку вот по размеру эти белые медведи отличаются от соседней чукотской субпопуляции, они здесь немножко мельче. Или же просто это отдельная особь нам такая мельче попалась, но нам, конечно же, нужно больше данных собирать. У нас в России живет 4 субпопуляции белого медведя. Это чукотско-аляскинская, лаптевская, баренцево-амурская и карская. И, соответственно, численность и состояние каждой из этих субпопуляций совершенно разная. Достаточно стабильное и благополучное состояние чукотско-аляскинской популяции белого медведя. Мы немного знаем о баренцево-амурской, а вот карская и лаптевская – это самые малоизученные субпопуляции. И поэтому нам очень важно знать, где, во-первых, проходит граница субпопуляций, какова численность каждой из субпопуляций, какие меры необходимо принимать для того, чтобы их сохранить. И таким образом вот проведение таких учетов, в том числе с мечением, это очень важный шаг в изучении белого медведя. Но опять же на самок ученые вешают специальные спутниковые ошейники, чтобы смотреть, насколько далеко происходит миграция белого медведя. А на самцов такие ошейники не вешают, потому что шея толще головы, и ошейник просто не удерживается на самце белого медведя. Поэтому сейчас ученые работают над совершенно новой технологией мечения, это ушной меткой. И надеемся, что в ближайшее время такой способ мечения будет внедрен. Но насколько далеко уходят медведи, например, к Северному полюсу, перемешиваются ли субпопуляции белого медведя? Вот это вот ключевые вопросы, на которые нам хочется, конечно, получить ответы. Ну и численность каждой субпопуляции. Мы достаточно точно знаем численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя, но какова численность лаптево-амурской? Это как раз те ключевые вопросы, которые нам абсолютно необходимо понять, изучая белого медведя на Медвежьих островах. Здесь почему интересна такая территория? Здесь проходит где-то граница субпопуляций чукотско-аляскинской и лаптево-амурской. Это очень интересный факт. Какова численность, как перемещаются, насколько самки привязаны к местам родильных берлог. Это очень важный вопрос. Ну и, конечно, попутно ученые берут кровь, шерсть и другие ткани, биологические жидкости у белого медведя для того, чтобы понять состояние субпопуляции, зараженность разными паразитами, тяжелыми металлами, ну и просто понять вообще, какова следующее, в общем, какова перспектива у этой субпопуляции. Эта экспедиция – важный шаг в изучении и сохранении белых медведей, а также в понимании процессов, происходящих в нашей Арктике. Участие главы республики подчеркивает государственный подход к вопросам экологии и развития северных территорий. Благодаря национальному проекту «Экология» сейчас проводится ежегодный мониторинг популяции белого медведя на национальном парке Медвежьи острова. И ученые изучают и количество белых медведей, которые здесь обитают, и распространение различных субпопуляций белого медведя, аляскинской, чукотской, лаптево-амурской. Вот. И, конечно, Якутия представляет здесь огромный интерес
можно говорить о том, что количество белых медведей благодаря принимаемым мерам по охране этих животных, оно увеличивается. И, конечно, то, что статус сейчас федерального парка Медвежьи острова, это помогает с точки зрения и научной работы, с точки зрения охраны всех этих уникальных животных. Ну и, конечно же, это очень интересная работа, в которой я сегодня тоже принял участие, она очень интересно, и как раз мы считаем, что благодаря вот этому научному изучению, благодаря той охране, которая у нас в государстве идет по белым медведям, популяция этих уникальных животных в Арктике у нас будет расти, и это вклад и Якутии, и в целом нашей страны в сохранение биоразнообразия уникальной экосистемы Арктики. Все технологии, используемые в ходе мониторинга, внедрялись в течение всего времени постепенно. Участники отмечают высокую эффективность специальных приборов, фото-видеокамер и разных устройств. Ну и вот так это я простой пример могу сказать, что в прошлом году где-то мы обнаружили вот так визуально более 70 особей, 72, по-моему. А они своим оборудованием просто на вертолете установили и обнаружили где-то около 170. Представляешь? Ну, у них разброс такой где-то по полкилометра, или это во все стороны, мы же только вот видим. Я, бывает, когда летал, и вот сейчас Максим Борисович чаще, вот вертолет, где кабина пилотская, ну еще вот так смотрим. Просим пилотов тоже свои эти GPS-ки, чтобы это фиксировать, потому что, ну, мы тоже скажем так, что задачи перед нами тоже стоят большие вот в этом отношении. И вот сейчас признано уже, что Медвежьи острова являются роддомом для медведей. Вот в целом совокупности, если взять по территории Российской Федерации, даже остров Врангеля, самый крупный, там насчитывает до 700 особей и так далее. Вот, и в совокупности сколько берлог и, скажем, медвежат вот весной выходит. Наш район, вот Медвежьи острова, в процентном еще отношении я и говорю, получается, что это самое крупное является родовым домом, вот именно эти Медвежьи острова от всей территории Российской Федерации. Ну, это вот так. Поэтому сейчас внимание стали больше обращать, в том числе вот и научное сообщество, экофактор нам постоянно что-то новенькое преподносит. Вот одним из таких было вот беспилотники. И знаете, вот тоже, когда они сделали облет, мы специально вертолетом не облетали территорию, а направляли беспилотник именно с Агафонова и так далее. Вот они острова ближайшие облетают, прилетают, и видим, какой эффект от них. Потому что вертолет гудит, он слышит вот там километров за 5, беспокоится и начинает прятаться. Белые медведи очень при снежной вот равнине, я так скажу, трудно очень заметить, очень сложно. Когда, если он еще идет, его заметно, он желтизной немножко как бы, вот тут видно, вот, как вот на снегу как раз, да, вот отдает. Когда он ляжет, все, его особо вообще не видно. Можно заметить, вот если мы, ну, охотники или так далее, вот я в душе, очень мы его замечаем по носу. Он очень белый, он когда на тебя смотрит, глазки еще ничего, а вот этот пятак сразу, на снегу это что-то не то, блин. Он так, а некоторые умные, они вот так вот лежит и лапой так, бум, прикрывается. Он не в цели то, чтобы напасть на человека, чтобы его не видели, чтобы он это. Вот даже такие случаи. Медведица, которую мы видели воочию, была второй по счету, кому установили ошейник с GPS-навигатором. Мы в 2022 году отлавливали белую медведицу на 4-столбовом острове, но она была очень упитанная, и поэтому так не удалось хорошо установить ошейник из-за того, что там не позволили морфометрические характеристики, там на толстую шею нельзя повесить устойчивый ошейник. Но вот то, что она встречалась годом спустя, и анализ во время отлова были взяты биоматериалы, по которым было определено, что она находилась в стадии беременности, поэтому у нее так ожидалось, что был медвежонок. Вот как раз она была беременна, но вот ожидал, что она все-таки залегла в берлогу,
и родила медвежонка. Вот, это был первый ошейник, и вот это второй. В прошлом году мы отловили самца, ошейники мы на самцов не поставили. Но вот на каждого медведя мы вешаем ушные метки идентификационные, которые позволяют, вот если вы его встретите, вы вот можете, ну, а если отловите, то вы прочитаете, что на ней написано, какая-то особь. Ну и так вот тоже, вот, например, если издалека с бинокля разглядеть метку, она, правда, не очень большая, но, значит, это белый медведь, которого мы здесь отловили. В данный момент мы можем сказать, что медведи, которые обитают на Медвежьих островах, они намного меньше подвержены влиянию антропогенных факторов, чем медведи с западного сектора Арктики, из Баренцевого моря, из Карского моря. У них меньшая нагрузка загрязняющих веществ. Они намного более упитанные, эти животные. Здесь явно лучше ситуация с кормом, чем в Баренцевом море. Вот. Здесь меньше они подвержены воздействию патогенов, потому что они меньше встречаются с людьми, с домашними животными. Вот. Как-то так мы будем продолжать изучать. У нас, к сожалению, не очень много пока образцов. Продолжаем работу. В рамках национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природы России в целях развития особо охраняемых природных территорий в Арктике и обеспечения условий для комфортной и безопасной природоохранной и научно-исследовательской деятельности, а также экологического мониторинга, в 2024 году были созданы 4 многофункциональные экспедиционные базы на территориях кордонных хозяйств государственного природного заповедника «Медвежьи острова» в местностях Агафоново, остров Четырехстолбовой, остров Крестовский, МСКВ. Установленные модульные дома спроектированы с учетом климатических особенностей региона, оснащены современными средствами связи, включая доступ в интернет и телевидение, а также обеспечены комфортными бытовыми условиями. До прошлого года на островах не было у нас ни жилья, ничего совершенно, все голое было. Выезжали вот на триколах и так далее, спали в каких-то избушках там охотничьих, потом на технике и так далее. Ну и благодаря поддержке Ленинских столбов, конечно, мы в 2024 году завезли морем мобильные, вот вы видели, жилые помещения, технические помещения для нормального проживания наших инспекторов. Ну и смотрим немножко на перспективу, так как гости все равно будут, и гостевые дома. Ну, гостевые дома у нас где-то на 8 человек, инспекторские дома от 2 до 4 человек, гараж, баня. Вот это как малое то, что может быть. Мы находимся на кордоне МСКВ. Здесь вот находится 4 модульных сооружения. Одно сооружение, 40-футовый контейнер, это предназначен для гостей, вот именно для ученых, которые приезжают к нам на работу, ну, вот, исследуют. Круглогодично здесь находится по 2 инспектора, и сменность где-то 2 недели. 2 недели находятся, потом приезжает другая группа, и вот таким образом сменяются. Но в период, когда нет дорог, то инспектора находятся уже долгий период, где-то около месяца. Ну, все знают, у нас инспектора, они обучены, проходят. Ежегодно у нас правила техники безопасности, ну, поведения особенно. И вы, может, заметили, будучи вот там, что у нас ни в мусорных баках ничего там нет на участке. Ребята вот все, мусор ложат в пакеты специально, и там не выбрасываем, везем сюда. Это вот так заведено у нас. Мы серьезно знаем, что повадки. А почему выбрали мы такие балки, уже понятно, что случаев тоже много. Они же заходят и бывает вовнутрь, там шалят, ищут что-то съестное и так далее. Запахи, может, житейские наши привлекают. Мы даже туалеты, можно сказать, так делаем, чтобы он не мог залезть там и, ну, да, пошутить, если вытащить оттуда человека, скажем, так далее.
В общем, ну, все как бы для безопасности и так далее. Ну, и знаем, что такое, конечно, белый медведь. Жизнь белого медведя устроена так, что он несколько месяцев от 3 до 5 может проводить без питания за счет того, что в весенний-летний период он накапливает жир, который позволяет ему пережить лето. Ну, на островах и на побережье, если белый медведь остается, то он уже ведет менее активный образ жизни, потому что во льдах это постоянный поиск пищи, основная жертва белого медведя – это тюлени. А отловы позволяют оценить состояние здоровья, в частности, чем болеет зверушка, какие загрязнения окружающей среды влияют на жизнь зверя. Ну и также мы берем необходимые биоматериалы для анализа, также еще и как загрязнение, так еще и анализируется питание белого медведя. Главный риск для белого медведя – это все-таки изменение климата, потому что сокращается длительность ледового периода, и белые медведи плохо приспособлены к тому, чтобы пережидать длительные периоды без возможности охотиться. Вот. Очень сильно это влияет на медведей на западе Арктики. Здесь явно пока меньше это негативное влияние действует. Но, в принципе, это такой долгосрочный риск для белого медведя. Основной – это именно вот это. А из животных, например? У белого медведя нет естественных врагов. В принципе, если только домашние собаки, которые могут переносить заболевания, так никаких угроз. Со слов очевидцев, нередко случаются встречи бурого медведя с белым. Эти родственники, как правило, не с особой гостеприимностью принимают друг друга, а бывает и наоборот. Ну, вы знаете, история бывает, даже скрещивание бывает особей. Ну а так, драка, конечно, но они, бурые, видят более-менее этого белого медведя более мощнее, сильнее, он старается отойти, уйти. Но вот имеются случаи, да, скрещивание бывает пород. Но в основном самец белого медведя с медведицей бурого. Может, я не знаю, но как-то и рассказывали, что вот самцы тоже бурого медведя ходят, один там, допустим, с подругой или как-то вот друг друга находят, понятно, любые животные, как люди, скажем так, одинаково. И когда более сильный подходит, это старается отойти как бы в сторону. Вот. Но многие замечают, что вот между ними бывают и как бы бои местного значения. Но все равно мощь и сила присутствует, и отступает, конечно, более слабый. В данном случае бурый в этом отношении немножко слабоват. Давай открути. Мы без ошейника, наверное. Сожалеем. Это ваше дело. Если нужно, на 2 дня. Проблема таяния льдов из-за глобального потепления, к сожалению, плохо влияют на жизнедеятельность всех видов арктических животных. Распространение снижается, смена среды обитания, массовая миграция приводит к стрессовым ситуациям. По работе экспедиции эта проблема тоже имеет большой вес. Именно по белому медведю, если взять, бывает лед уносит, да, отсюда долго не приносит. И таяние, когда начинают, они чувствуют очень сильно. И они за льдом. И основной корм – это нерп, она же без льда никак совершенно. Бывает, да, плавает у островов, она выбрасывается на какой-то пляж и так далее. А где людей, в принципе, там корм – это среда обитания. Тоже нерпа питается рыбой, там еще чем-то, планктонами редко. Рыба питается планктонами. В общем, друг друга, это закон природы. Вот. И вот если мы замечаем, что медведя в этом году нет или что-то, с чем это связано, скажем. Вот сейчас мы пролетали немного, у нас медведь появляется обычно с конца июля у нас. Сейчас мы что-то заметили, вот у меня уже мысли такие, что почему-то в этот раз меньше. Наши инспектора наблюдают тоже меньше вот это приход медведя.
Еще мы думаем, такой глобальный вопрос, но мы даже спорим между собой, тоже бывает, популяции какой. Вот мы посередине двух популяций находимся. А какая у нас, мы точно не знаем. Вот это нужно, и мы сами хотим разобраться. Или Лаптево-Амурское, море Лаптевых, или Чукотско-Аляскинское. Понимаете? Вот наши такие небольшие наблюдения показывают, что в основном вроде бы идет медведь с Лаптевого моря. Ну, то есть с Индигирки, грубо вот так, Новосибирских островов, это в нашу сторону. Идет на Чукотку. Я ни разу не замечал, вот мы 2 раза где-то выезжали, когда миграция медведя идет, чтобы просто понаблюдать, все-таки откуда же это. Потом у нас родовые общины есть, мы тоже спрашиваем у ребят, ну, вот где вы наблюдали и так далее. Вот говорят, на Лозее, а Лозея это в сторону как раз граница наших 2 районов, Нижнеколымский и Алаиховский. Если оттуда идет, значит оттуда. Вот когда я говорил, что я там 3 года был охотником, я лично видел, что идет медведь оттуда. Ну, потом гипотезы разные, как-то бывает миграция. Любой дикий зверь, он может и далеко зайти вглубь какой-то другой территории. Не исключение белый медведь тоже. Поэтому спорных вопросов много. Ну, надеюсь, что мы скоро тоже разберемся с помощью науки, конечно. Наши наблюдения — это только лишь наблюдения, а наука все-таки докажет. Ну, история еще говорит, у нас по Якутии же много было случаев, что белый медведь заходит вглубь материка. Вот в Янске, в Устьяне было такое, у нас здесь было в Среднеколымске, представляете, откуда-то. Но он 2-годичный, сигалеток, живой остался хорошо, вот и усыпили, и сейчас где-то в зоопарке. Вот таких случаев много. И у нас был случай, вот Колымана, в Ортодайду заповедник, знаменитая первая наша медведица. Вот так же ее волки чуть не это, хорошо инспектора были, и вот подобрали. И тем самым она вот, пожалуйста, стала достоянием всех якутян, да и весь мир знает о ней. Вот Харчана у нее дочка, да, мы тоже говорим, супруг Ломоносов. Ну, образно так. Но это вот, ну, такая жизнь, наверное, природа так диктует. Мы озаботимся, конечно, о братьях меньших. Мы все равно называем так. Природа есть природа. Да, нужно любить и беречь природу. Где бы ты ни был. Ну, не исключение Арктика, естественно. Здесь особый подход, особые условия. Поэтому все должно быть по-особому. И чем мы занимаемся, это, конечно, редкий вид деятельности, но я говорю, что кроме белого медведя, естественно, у нас еще много и птиц краснокнижных, и мирового уровня, и федерального, ну и республиканского в том числе. Поэтому нужно беречь и любить природу. Это от каждого, это нужно со школы проходить, даже с детского садика. А так, в принципе, у местных народностей, народов, которые проживают на территории Арктики, вот, ну, я по республике тоже возьму, потому что мы много общаемся, бывает, вот местные, мы почему-то так настроены, может быть, генетика может быть у нас такая, что мы как раз сопричастны к этому, как никто другой. Понимаете, вот родился и вырос в таких условиях. Допустим, я родился в 54-м, да, родился и вырос в таких условиях. Я это передаю своему поколению, и у меня, я знаю, что в моих детях, внуках все это заложено, оно должно продолжаться. И вот такое, может быть, и есть, что таким способом вот мы и сохраним нашу уникальную природу. Давай с камня уйдем, по камням мы быстро не пробежим. Пусть оператор остается. Он с камерой быстро не убежит.